Мужчина сказал, что решит вопрос, но для этого нужно передать 500 тысяч рублей. Я сказал, что у меня такой суммы есть, нету, есть только 360 тысяч. Он согласился на эту сумму и сказал, что сейчас с деньгами приедут. До этого женщине сообщили, что ее дочь стала виновницей аварии, в которой погибли люди. Деньги просили для того, чтобы освободить ее от уголовной ответственности. Естественно, неофициально. В неделю по республике таким образом мошенникам отдают миллионы. Чтобы забрать наличность, привлекали таксистов. Они часто выполняют курьерские заказы. Поэтому без вопросов забирали деньги, оставляли себе комиссию, а остальное переводили заказчику. Жертвы потом понимали, что никто в аварию не попадал. Потом я позвонила дочери, сказала, что деньги я передала, успокоить ее. Но очень удивилась моему звонку. Она сказала, что с ней все хорошо, никакого ДТП не совершала, и сказала срочно позвонить в полицию. Таксисты в этом случае основное связующее звено между жертвой и мошенником. И после неоднократных обращений полиции многие стали отказываться от таких заказов и спрашивать, кому и зачем пожилые люди передают крупные суммы денег. Чтобы не терять доходы, мошенники организовали собственную службу доставки. Курьерам обещают легальную работу, никак не связанную с закладками и наркотиками. При этом неплохую зарплату. Несколько таких групп в Казани уже были задержаны. Курьеров, даже если они и не знали, что являлись руками мошенников, подозревают в соучастии в мошеннических действиях. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Она предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения, в том числе и в виде заключения под стражу. Айгуль Бадруддинова, вызов 112.